Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У меня сегодня генеральная, можно сказать, генеральная только по печке. Давно не чистила духовку, сняла стекло, забрызгала вот так вот азелитом и сетку, и сверху, как видите, сейчас буду ее чистить. А то уже действительно очень грязная, хотя скоро к празднику будет опять и печь, и жарить. Вот если я сейчас не почищу, так микрофон не одела, то уже поближе к празднику мне все равно и для себя готовить нужно, и для одной женщины больше я не буду лишней готовить. Она еще больше запачкается, и потом уже ее просто не отмыть. Поэтому сегодня вот с утра занимаюсь этим делом. Потом уже буду делать манты, наверное, и по ходу посмотрим. Ну что, духовку почистили мы. Вернее, я как смогла. Вот, знаете. Но я не стала снимать пока сетки. Это будет потом, после праздников. Так, второе стекло будет. Вдевать я его не очень-то хорошо умею вставлять. Сюда нужно вот одно стекло. Полы грязные. Так, на сей раз положила золотую фольгу, как видите, на печку. И там у меня был вопрос, какую фольгу, какой плотности вы кладете, какая попадется. Это у меня фольга обычная для запекания. Просто у меня серая закончилась, ну как ее, серебряная закончилась. А была вот такая вот золотистого цвета, хотя она так на съемке опять отражается как-то не так. Но я никогда такую не клала, не знаю. Пускай лежит. Просто, девочки, я, в принципе, не люблю, когда лежит пленка, фольга на этой печке, но для меня это сейчас, на данный момент, когда я много готовлю, когда у меня нет времени, это просто вариант. И печку я лучше сохраняю, потому что очень много чего, когда быстро спешишь, и переливается, и прызгается, и, сами знаете, в процессе готовки очень много всего происходит. Так, ну что, мои дорогие, а сейчас у меня печку почистила, дальше ничего не стала генералить, пока просто некогда. Я сегодня хочу разобраться, сейчас сделаю салатик, и разобраться с вещами, которые у меня вынесли из моей новой кухни. Мы ее всегда называем новой кухней. Там у меня был склад, можно сказать, и кладовка, и склад, чего там только не было. Посуду, которой я не пользуюсь, там, много чего, много какого-то хлама, и нужного, и ненужного. И это все мне мальчики вынесли и поставили перед этим навесом, перед маленьким домиком. И мне надо разобраться с этими вещами, потому что они стоят, некрасиво, их надо убрать, расставить по кладовкам. То, что нужно сжечь, сожгу, то, что нужно выбросить, выброшу, никак руки не доходили. А сегодня надо этим заняться. Но прежде мне нужно сделать салат свекольный на заказ. Еще 2 дня тому назад Мадина мне написала: мама, сделаешь свекольный салат? Я говорю, хорошо, сделаю. Я думала, его нужно было сделать в тот же день. Отварила свеклу и спрашиваю ее. Это еще 2 дня тому назад. Я говорю, Мадина, какой нужно свекольный салат? С чем? Петух вас приветствует, петух, утречком. Она говорит, мама, это не сегодня, на послезавтра только. А свекла-то отварена. Я говорю, интересно, что с свеклой случится. Она уже, как я говорю, была отварена, почищена. И я ее поставила в холодильник. И вы знаете, ничего со свеклой нет. Как будто бы только что ее отварила. Не реклама, девочки. Но если вдруг кому-то понравится. Еще кто-то меня спрашивал про эти чаши, нравятся ли они мне или нет. Да, они, конечно, очень дорогие. Мне они очень нравятся. И, во-первых, они очень хорошо сохраняют продукты, которые лежат здесь. Например, закрыл вот так вот, кто пользовался, знают, намного раньше меня люди пользуются им. Вот так вот выпустить воздух и снова закрыть и поставить в холодное место. Так. Вот, слышали, наверное? Воздух вышел. И поставить в холодное место, в холодильник или в холодное место. Вот у меня стоял в холодильнике уже 2 дня. И ничего не происходит. Очень долго можно хранить. Мадина, моя дочка, когда я говорила, что это очень хорошие чаши, она не верила этому, пока
не удостоверилась на клубнике. Еще в прошлом году, по-моему, ну не помню, летом я купила клубнику. И для детей, для Мадины тоже, и для себя тоже. Они в этот день не смогли ко мне приехать. И на второй день не смогли ко мне приехать. Я сразу же, правда, не моя, положила сюда, в такую чашу клубнику, поставила в холодильник, и она дней 5 у меня простояла. Вот как будто бы я положила в этот же день. А если бы я без этой чаши, то она все равно пропадала. Действительно пропадала. Сами знаете, что клубника быстро портится. Поэтому вот за счет этого эти чаши очень хорошие. Так, значит, мы сейчас будем... Здесь у меня зелень. Тоже меня спрашивали, не нравится ли вам эта сушилка. Очень. Первое время я не пользовалась, мне было лень ее доставать, пользоваться ей. Но меня Танзила увидела. Мама говорит, это очень удобно, почему ты ей не пользуешься? Все, что можно высушить, она хорошо сушит. И зелень, и фрукты, и сухофрукты, все, что хотите. Вот видите, лук сухой-сухой. Для салатика мне нужен зеленый лук. И зелень. Ну, ничего такого больше не нужно. Чесночок и приправа чимчи готовая. Так, вот видите, сколько тут водички? Вот. Так что вещь хорошая. Так, это пока отставим. Вот такие вот дела. Так. Так, возьму, наверное, другую чашу, чтобы там натирать в ней. Сейчас, минуточку. Так, ну вот. Натирать буду я на терке по-корейски. Вот такой. Она не самая большая, а вторая. Килограмм мне нужно салата. Сейчас я покажу брусочки. Камеру. Короче, я натерла всю свеклу, как вы видите. Хоть я и заказы и беру, и делаю, но никогда не знаю, в принципе, да, вот как-то не рассчитываю. Ну, немножко больше тут. Ничего страшного. Просто было 7 килограмм свеклы у меня. Отварила, почистила. Иногда же бывает, что много уходит кожуры там или еще чего-то. Так, вот эти вот стебли я не буду добавлять. Поэтому вот так вот, которые помягче, делаю. Их не выкидываю. Мне нравится их закидывать в борщ. В голубцы, когда тушатся у меня, они придают хороший запах. Суп, борщ куда-то вот так вот закинуть. Связать ниточкой и закинуть, а потом вынуть. Вот так вот. Берем вот это. И сегодня смотрела, когда встала на сухор, иногда мы настолько даже вот в возрасте люди подсели на эти телефоны, да. Посмотрела один ролик кулинарного канала, и там ей, ну, у нее еще один канал, не кулинарный тоже, ей там задавали вопросы, ну, там про известность, не про известность, ну, это большой канал, конечно, там больше 500 тысяч подписчиков, по-моему, 600 даже с чем-то, и она вот рассказывает, я люблю ее слушать, и она рассказывает, что вот как-то, ну, она живет в большом городе, конечно, и что узнают ее, или что, вот спрашивают подписчики. Она говорит, 2 раза, говорит, меня вот так узнали.
Но мне было так неудобно, и я не знала, как себя вести. И я сразу же вот, поставила тоже себя на этом месте. Меня, конечно, узнают намного чаще, потому что, ну, у нас-то и вся республика, наверное, меньше того города. И вы знаете, действительно, вот я и говорю, действительно, когда вот встречаешься с подписчиками где-то, это бывает, ну, в магазинах, на рынке, где бы я ни была, иногда и на свадьбах, и я не знаю, как себя вести, честное слово, я теряюсь, я вот не могу, как-то даже вот неудобно бывает разговаривать, и теряюсь, и не знаю, и она тоже говорит, я, говорит, теряюсь, и мне даже неудобно, и бывает приятно, конечно, когда подходят, когда, во-первых, подходят и говорят благодарные слова, и все равно теряешься. Бывает как-то неудобно. Потом думаю, что я, как я себя вела, нормально даже не поговорила с человеком. Ну вот, если меня смотрят, те, кто меня видел, вы уж меня извините, действительно, я очень теряюсь, когда кого-то вижу. Первое время, когда еще Ибрагим говорил, часто меня узнают сразу, ты же сын Лейлы, говорили. И Мадина говорит, тоже ее узнают часто. Так что вот так вот. Вот так вот, чуть-чуть наискосок нарежем лучок, что очень мало его, но ничего, много тоже не надо. По идее, вот слишком много чего-то в салатах, да и в любом блюде не нужно. Ну, конечно, и мало не есть хорошо. Так вот. Зеленый лучок. Зелень. Это, наверное, у них какое-то мероприятие. Ну, как какое-то мероприятие. Садаку дают. У нас же месяц Рамадан. Дают садаку, приглашают гостей. Зикр, маулиды читают. Просто гостей собирают весь месяц. Так что вот так. Так, ну что дальше? Дальше у нас я вот так вот блендером грецкий орех. Ну как его нарезала, да, можно сказать. Перебила. Что теперь? Теперь чесночок, несколько зубчиков. Ну, наверное, зубчика 4-5, мне кажется. Так, ну и натрем чесночок наш. Можно просто выдавить. Я люблю другой свекольный салат, который у меня есть съемки. Кто-то мне писал, что очень понравился и готовят его. По-моему, даже в личку писали. Ну, где я добавляю зернистую горчицу. Маринованный типа салат получается. Очень мне нравится. В принципе, маринованный он получится. Ну, это как бы как по-корейски как бы получается. Чуть-чуть. И вот я не знаю, сколько соли надо будет добавить. Наверное, будет у меня пробовать дивер. Все-таки надо знать на килограмм чего сколько добавлять, чтобы потом было проще. А то, когда держишь пост, на глаз что-то делать очень сложно. Перемешаем. Соль я еще не ложила. Нисколько, но надо будет положить, конечно, стекла. От одного чем не просолится. Сначала тщательно перемешаем, потом добавим орех. Так, ну что, соль добавила.
Добавила адыгейскую соль, потому что она более-менее пахучая, она мне нравится. Вы знаете, что я на этой соли хочу немножко кориандра еще добавить, потому что, мне кажется, в чимчиме не так сильно выражен этот запах. Вот кориандр. Чуть-чуть. И чуть-чуть добавлю еще черного перца. Острого не буду добавлять, потому что чили острый. И мне Денис сказал, что она островатая, поэтому этот черный перец у меня практически не острый, просто для аромата добавлю. Такой 4 ложки. Так, все. Теперь нам нужно добавить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. И салат готов. Ну, добавить еще орехи. Сейчас масло вставим. Так. Сколько? Ну, в принципе, друзья, я сейчас вас не учу готовить салат, а просто показываю, что я делаю сегодня. Поэтому как-то рецепт на глаз будете готовить. Пробуйте. Просто этот салат можно пробовать. Как идею. Вот, в принципе, многие знают, но иногда просто забываются. И посмотришь, какой-то ролик выйдет в ленту что-то. Ой, думаешь, как давно я это не готовила. А давай-ка приготовлю. Может быть, вам тоже какую-то мотивашку дам. Аромат пошел приятный такой. А что, не собрались? Извините, конечно. Так, ну все, масло больше тоже сюда не надо. Все блестит хорошо. Не сухой. Он еще постоит у меня, еще раз дам попробовать, потому что хотя или скажу заказчице, если им же все равно только на вечер нужно, если то перед подачей пускай посмотрит и чуть-чуть досолит. Все, салат готов. И теперь грецкие орехи. Тоже на глаз. Я вообще люблю салаты с грецкими орехами. И курочку по-арабски, которую я готовила, тоже очень сочетается грецкий орех. Тоже мне многие девочки написали в личку, что они готовили, что им понравилось. Так что хоть кому-то идеей какой-то пригождаюсь. Ну, еще хочу посыпать, пускай будет. Все. Теперь пусть он немножко постоит, настоится. Запакую в контейнер и отправлю. Ну, походу, наверное, уже займусь своими вещами из склада. Но там снимать не буду, там очень много барахла. Ну что, мои дорогие, салат мой уже настоялся, я его несколько раз уже перемешивала. И сейчас мы его отправим. Такси я вызвала. Я почти закончила уборку. Но еще, конечно, не все. Сколько я чего там повыкидывала, поубирала. Это что-то. Так, ну что. Аромат очень приятный от него идет. Вот так вот. Я надеюсь, в эту одну емкость поместится. Нет, как вы думаете? Так, немножко нарезала ножом орехи. Сверху присыплю. Но тут орехов немало. Вот так, наверное. Камера уже другой стороной. Вот так вот. Он очень легкий салат, в принципе, да, вот, и приготовить его легко дома просто. И он полезный. Если не хотите добавлять чим-чим, то не обязательно. Можно просто сделать его
с уксусом. А можно просто даже добавить вот эту вот зернистую горчицу, и то же самое будет. Так. Интересно, неужели не поместится в одну емкость? А, тут же больше было. Сейчас взвешу. Тут же больше. Сейчас. Так. Вторую взвешу потом. Минуточку. Так, нет, еще не все. Сейчас, секунду, мои дорогие, выключать не буду камеру. Ну все, с походом. 5 килограмм, 150 грамм. Но у нас тара сломалась у меня. Лучше бы, наверное, вот две что надо было, да? Сейчас посмотрим. Так, ну я, оказывается, не самую глубокую свою принесла. Все, здесь хорошо помещается. Так. Такси еще не назначили. Ну, я по времени успеваю. С большим запасом даже. Так вот. И это будет как бы для вида. От орехов там навалом. Слишком много тоже, конечно, не надо. Будет какая-то горечь лишняя. Так. Вот так вот. Все, и может быть немножко зелени. Все-таки до вкуса мы с вами блюдо видим глазами. Оно должно понравиться. Так. Я, наверное, не буду нарезать. Или как? Или нарезать? Нет, лучше надо нарезать. Все-таки не тот салат, где веточки нужны. Чтобы так визуально понравилось это все. И все. Там пылище столько, руки, посмотрите, что с моим, оказывается, у меня они потресканные были. Надо бумадины крем покупать. Пылища вся въелась. Не додумалась в перчатках там заниматься. Надо будет теперь отпаривать руки. Ну и теперь, конечно, в перчатках, но уже поздновато. Надо этот крем от Мадины приобрести. Для рук очень хороший крем. Так, ну что, мои дорогие, справилась я со своей задачей. Все распределила, что нужно
занесла по кладовкам, расставила по 2 кладовки, что куда нужно. Вещей очень много было. Что не нужно было, очень много чего сожгла, что нужно, прибрала. А вот эта посуда, которой я давно-давно не пользуюсь, нашла свою, искала долго вот эту вот форму для запекания и вот эти свои жульенницы. Нашла, наконец-то, обрадовалась. И вот смотрите, это старая посуда, которой уже, наверное, лет 40-45 однозначно, потому что задолго до моего замужества были куплены. Вот такие вот шары хрустальные. У меня было 4, но... нет, вот эти вот шары после замужества куплены, да. Сейчас я вам покажу другие. 2 больших было для фруктов один, и вот для конфет вот эти. Одна у меня разбилась, 1 шар разбился. Вот эти вот салатники, салатницы, вернее, вот им больше 40 лет. Еще до замужества они у нас были. Тюльпаны, помните, были тоже? Вот, помыла я их, все вытерла. Такие салатники стеклянные, минажницы такие стеклянные, тарелки вот такие, блюда стеклянные, стекло. Я, правда, не очень люблю стекло, но жалко их все-таки. Помыла. Вазы вот такие вот стеклянные. Сейчас, но это не просто стекло, это богемское стекло, вот эти вот 2 вазы. Но что-то они у меня тоже забытые были там. А это вот просто стекло. Можно и фрукты, можно и как для торта, как тортницы. Такая хрустальная вазочка. Но из-за того, что, наверное, их осталось мало, поэтому были у меня забытые, можно сказать, и выкинуты. Вот такие вот красивые розеточки для варенья, для меда. И вот такие вот вазочки, конфетницы. Тоже стекло простое. Но ничего, они так красиво выглядят. Будут теперь у меня в обиходе. Мне стало их очень жалко. Вот. Теперь упакую их. Пока упакую, потому что они мне тоже не нужны. Вот это вот все на каждый день. Но у меня как такового нет такой... но шкафа именно для посуды пока нет, чтобы вот это вот все поставить. Так что это будет у меня запаковано опять в коробке, но уже чтобы не пачкалось. Все красиво. Некоторые будут у меня и в обиходе. Вот эти вот миленькие оставлю в обиход. И вот это блюдо хочу показать. Единственное, что осталось от большого-большого сервиза, который был подарен мне на развязывание языка моим свекром. Мне подарили сервиз тогда. Он был очень красивый. Но, конечно, уже время свое взяло. И вот это блюдо только одно осталось. Остальное все разбито. Ну вот как-то так, друзья. На этом я сегодняшний свой влог закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш дахалшевызын дел. Шемалур мяш, могуж мяшеволш. Марх далға бұлдолшын.